Прямо сейчас в нашем эфире рубрика «Вести. Дежурная часть». В студии уже появилась ее ведущая Алена Николаева. Алена, здравствуй, передаю тебе слово. Спасибо. И вот главные темы выпуска. Около 13 килограмм запрещенных веществ и 11 подозреваемых. В Чувашии полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков. Злоумышленники распространяли ядовитое зелье на территории Чувашии, Мариэлы и Великого Новгорода. Все подробности в нашем сюжете. В подъезде многоквартирного дома одного из спальных районов Чебоксар неожиданные гости. Сотрудники полиции вместе с кинологами и понятыми собираются обыскать съемную квартиру двух жителей Украины. Их подозревают в хранении и распространении запрещенных веществ в особо крупном размере. Ранее они были задержаны во время оборудования большой закладки весом более 2 килограммов наркотиков. Визит стражей порядка оправдался. В квартире они нашли еще полкило так называемой синтетики. Что здесь находится, Саша? Наркотики. Поясните, пожалуйста, что здесь находится в каждом пакете? Спайс здесь по 20 штук, здесь 7. Так. Мед 0,6. Кристалл синий 0,6. Наркотические средства злоумышленники не только продавали, но и употребляли сами. На балконе и в ванной комнате съемной квартиры служебная собака находит самодельные курительные приспособления. Хорошо, молодец, хорошо. Молодец, умница. Хорошо. Криминальный наркобизнес задержанных велся в интернете. Просуществовал в Чебоксарах он недолго, всего пару недель. За это время чувашские наркополицейские успели не только вычислить злоумышленников и задержать их, но и установить личности сообщников. Получал товар по онлайну, вся работа по онлайну. Получил товар, расфасовал, прислали заявку, сделал, отправил, вся работа. Вслед за украинцами задержали двух жителей Самарской области. Их столичные наркополицейские вместе с дорожными инспекторами задержали на въезде в Чебоксары. Злоумышленники возвращались с Московской области с крупной партией наркотиков. Запрещенные вещества они умело запрятали в запасное автомобильное колесо. Несмотря на хитрую уловку, пакетики с порошками, кристаллами и смесями весом в 5 килограммов были найдены и изъяты. Откуда едете? С Москвы, с области. Куда следовали? В Чебоксар. С какой целью? С целью вот это перевести то, что сказали. А кто сказал вам перевести? Ну, я его не знаю, только номер. А вообще чем занимаетесь? Вообще, учился в колледже, сходил в армию. Потом так случилось, что предложили высокооплачиваемую работу. Еще 2 килограмма наркотических средств полицейские обнаружили и на съемной квартире задержанных. Дилеры проживали в Чебоксарах в скромной однушке. Стражи порядка установили, молодые люди занимались лишь незаконной перевозкой. Теперь за свой криминальный бизнес жители Тольятти понесут суровое наказание. Задержанные участники преступной группы, они являются оптовыми поставщиками на территории нашей республики. Они оставляли так называемые бомбы, которые забирали мелкорозничные закладчики и потом уже впоследствии распространяли на территории республики. В таких местах, как в гаражных массивах, в городах, в частном секторе. Сейчас проводится следствие, которое материал уже будет направлен для рассмотрения в последующем в суд. Если их вина будет установлена, доказана вступившим приговором суда, то им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всего в ходе пресечения деятельности наркоканала полицейскими было задержано 11 человек. В их числе жители Республики Татарстан, Чувашии, Мариэл и Украины. Изъято около 13 килограммов наркотиков. Таким образом, до потребителей не дошли около 100 000 доз зеленого яда на общую сумму в 50 миллионов рублей.